делаете, извините. Манбашмохуш Бахтиме Хахам. Приветствую вас с вотчиной земли рода Пушкиных. Желаю вам И умиротворение. Здесь его вновь посещает вдохновение ничуть не меньшее, чем... Вот это похож. Похож на Пушкина. Понимаете, в основе французского латынь лежит. Дар случайный, жизнь зачем ты мне дана? Или зачем судьбой тайной ты на казнь осуждена? Любой гений, пожалуйста, всего, что знал еще Евгений, перечислять мне не досуг. Но в чем он истинный был, написано в Болдине. Да, еще. Прочитайте сюда нам что-то. Какое слово? Блин, я не знаю, я не знаю. Дружба, друзья мои, прекрасен наш союз. Он как душа неразделим и вечен, неколебим, свободен и беспечен. Срастал он под сенью дружных муз. Еще любое слово. Жизнь. Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? И Филарет, митрополит московский Дроздов, отвечает Пушкину: не напрасно, не случайно жизнь от Бога мне дана. Не без правды им же тайна на печали суждена. И он говорит, что ты сам страдаешь, Пушкин, по собственным нераскаянным грехам. Вот о чем речь была. Пожалуйста, на слово жизнь. Да, еще. Грусть. Грусть. Мне тяжела теперь и радость. Не только грусть, и душа моя. Под старость жизнь такая гадость. И тут совсем утомлена, в слезах раскашлялась она. Это княжна Алина, 7 глава, Евгения Онегина. Прошу еще. Счастье. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля. Давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег. Еще. Родина. Сразу Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. А дальше, 10 глава Онегина уже, это тоже из Евгения Онегина. Одну Россию в мире видя, преследуя свой идеал, хромой Тургенев им внимал. И плети рабства ненавидя, предвидел всей толпе дворян, освободителей крестьян. И Пушкин всю жизнь борется за отмену крепостного права, потому что это негуманно, чтобы человек человеком владел. Да, еще. Женщина. Где женщины нескладной красотой, но с пламенной, пленительной, живой? Где разговор найду непринужденный, блистательный, веселый, просвещенный? С кем можно быть ни хладным, ни пустым? Отечество почти я ненавидел, но я вчера Голицына увидел и примирен с отечеством моим. Вот на слово женщины. Еще. Царица, пожалуйста, царь с царицей простился. В путь дорогу снарядился, и царица у окна села ждать его одна. Это сказка «Мертвая царевна», написано в Болдине. Еще. Математика. Без проблем. Сразу раздел математики, вспоминаем алгебру. Это мы вспоминаем Моцарта и Сальери. И там: я сделался ремесленник, перстам придал послушную сухую беглость и верность уху. Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп. Поверил я алгеброй и гармонию, тогда уже в науке искушенный. И так далее. Пожалуйста, вот, еще. Балкон, пожалуйста. Ночной зефир струит эфир. Шумит, бежит Гвадалквивир. Вот зашла луна золотая, тише, гитары звон. Вот испанка молодая оперлась на балкон. Еще. Отойдите, Еще. Еще любое слово, да. Стерва. Пожалуйста, читаю, идите сюда. Вставайте вот там, а то задавят вас. Приготовились. Внимание. Это о той, которая ведет себя неподобающим образом, и поэтому читать, вы знаете, есть гусар, 33-й год, не болдинская лирика, и там гусар был влюблен в одну женщину, оказалась она колдунья. И вот когда он прибыл на Лысую гору, где колдуни собирались, и он к ней обращается, когда она его, значит, посылает на кочерге улететь обратно, он говорит: что? Чтоб я сел на кочергу. اینا برادرای اینجا پوشکین بعد می اومده که Хорошо, прекрасно. Друзья, конечно, арабский это язык прадеда Ибрагима Бенбала, грузинский в том числе. Хорошо? Грузинский. Дамарджоба, Дисурвеп, Персаук, это сос. Я вам желаю всего наилучшего на грузинском. Пушкин Грузии посвятил несколько произведений. Это «Не пой, красавица, при мне», это А у нас мусульман очень много в России, как и здесь тоже. Ходить, например.
Да, трехэтажка. Давайте еще, друзья, вспомним какие-нибудь языки, которые Пушкин сам написал. Я вам желаю любви, счастья, всего самого наилучшего. А у греков любовь это не простая, Агапия, это бескорыстная, самоотверженная, преданная. Вот что я вам пожелал. Давайте еще... Александр Сергеевич, а можете рассказать, какие вы стихи написали в этом селе? Да, конечно. Здесь было создано за 3 осенних приезда, за 5 месяцев осенних в сумме 68 высокохудожественных произведений. Здесь было создано 5 сказок. Было создано в первую же осень 5 повестей Белкина. Это «Барышня-крестьянка», «Станционный смотритель», «Гробовщик» и «Выстрел», и так далее. А дальше, если вспоминать, что еще, «Пиковая дама» повесть здесь была тоже создана. Также здесь были отдельные стихотворения, такие как «Осень, унылая пора, чье очарование». Именно здесь было написано. Конечно же, мы вспоминаем маленькие трагедии. Моцарт и Сальери, «Первое время чумы», «Дон Жуан» и «Скупой рыцарь». Это все было создано здесь, представляете? И вообще, Большое Болдино уникально тем, что здесь Александром Сергеевичем все это было создано за короткий срок. За первую же осень 58 произведений. Как вам? За первую осень. Вы за очень трудолюбивый человек. Это Божий дар, это не заслуги чисто Пушкина, это заслуги Господа Бога. И, кстати, мало кто знает, что Пушкин с 1934 года начал писать духовные стихи. И написал их столько, что искупил греховные стихи юности своей, осознав такие смертные грехи, как, например, сквернословие. Любое скверное слово – это осквернение самого Господа Бога и в исламе, не только в православном христианстве. И поэтому не надо потом удивляться бедам в своей жизни тем людям, которые сквернословят, например, употребляют какое-то матерное слово. Потому что они оскверняют Господа Бога. В исламе даже Аллах переводится буква с арабского, то есть слово. А в Евангелии от Иоанна написано «Бог есть слово». И поэтому помните эту истину, и Пушкин все это осознает, а Библию начинает осознанно читать в 1933 году, именно в Большом Болдине. Он пишет из Болдина в Петербург своей жене: читаю Библию и Вальтер Скотта. То есть он осознанно читает, потому что через год уже начинает писать такие стихи, как «Отче наш», «Отцы пустынники и жены непорочные», «Мирская власть» и другие, друзья. А теперь хочется еще раз поудивлять вас, чье имя не угадал, сейчас продемонстрирую силу образования Царско-сельского лицея. Называйте мне переводы ваших имен, я буду угадывать ваши имена. Прошу. Мир. Ирина. Правильно. Правильно, это с греческого, а с ирландского Ира государство, а с кельтского плодородная, Ирландия, плодородная земля. Еще любое слово, имя. Солнце. Ваше имя, да? Не путайте с Аполлинарией Полину, не путайте. Елена, факел светоч, это с греческого, факел светоч, солнечный свет. Пожалуйста, еще. Я вначале Полину почему? Потому что латынь и греческий вы же не сказали какой. Полина часто путают с Аполлинарией. Полина вообще с латинского малая-маленькая, а с греческого Елена я уже дал. А знаете ли, что Елена с французского крылатая, Эль на французском крыле, потому что. А знаете ли, что с венгерского и эстонского жизнь, Эль, жизнь на этих языках. А если с хинди разумная, Эль на хинди разум, потому что. А с иврита ваше имя переводится божественным, потому что Эль на иврите Бог. Вот так, Елена. Ваше любимое женское имя? Мое? Да. Я вам скажу, лично пушкинское, то, конечно, Натали, потому что я восхищен, я очарован, короче, я очарован, Наталья, это все мое, да. Прошу, давайте еще. Любое имя угадаем. Точно внука Пушкина. Точно. Я угадал. Маргарита. Она же, казалось бы, Рита. Нет, Рита переводится «утро» с латышского, это другое имя. Да, еще. Отчество давайте поугадываем ваше. Отчество. Отчество ваше. Переводы. Это имя есть таджикский. Да. Дус Мурод. Это Дус, это друг. Прекрасно. Очень хорошо, что вы рассказали сами, потому что я бы не угадал. А теперь, внимание, дайте еще любое слово. Я вам стих на тему вашего слова. Прошу. Великолепный. Пожалуйста, под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит. Это зимнее утро. Еще. Про вас. Какое? Я про вас. Это про вас. Понятно. Давайте еще любой. Друг. Про себя, да? Нет, Стих? я про вас. А то есть стих про себя еще называется. Вы великолепны. Вот я что хотела Ну, знаете, сказать. это Божий дар. Давайте еще любое слово. Друг. Мой первый друг, мой друг бесценный, я судьбу благословил, когда мой двор уединенный, печальным снегом занесенный твой колокольчик огласил. Это Иван Ивановичу Пущину посвящение, когда он посетил меня в Михайловской ссылке. Еще, друзья, любой... Гений! Пожалуйста, всего, что знал еще Евгений, перечислять мне не досуг, но в чем он и истинный был гений, что знал он тверже всех наук, Ханой что наушники. было для него из-за млада и труд и мук, и Слово от новенький. рада, что занимала целый день его тоскующая лень, была наука страсти нежной. Это Евгений Онегин, первая глава. Еще.
Сударь. Пожалуйста, мы читаем, что сударь, в принципе, как и сударыня, это кто? Это кавалер, это молодой человек. Сударыня, она же барышня. А сударь, это молодой человек, поэтому, в принципе, к сударям можно кого назвать? Того же Онегина, того же Ленского. Выбирайте, а как читать? Давайте, выбирайте. Давайте блогер вообще сделаем слово, потому что Блогер? мы все блогеры. Пожалуйста, давайте на слово блогер читать, писать. Вот, пожалуйста. Это журналист, он же. Поэтому, в принципе, другими словами, давайте так и будем делать. Читать. Дельвигу, 30-й год. И стихотворение болдинской лирики, и там есть такие слова. Твой слог могучий и свободный, какой-то дразнит пародист, и стих надеждами доходный жует беззубый журналист. Но ты, сын Феба беззаботный, своих возвышенных затей не придавал рукой расчетной оценки хитрых торгашей и так далее. А вот, например, про журналистов еще знаете что? Можно было вспоминать. Вот, из Финдемонда. Вот, читаю. Журналисты телевизион, журналисты Недорого ценю я газеты, громкие журналисты. права, от Хаму коих Джамшидан, неодна кружится новый голова. YouTube. Я не ропщу Еще о том, блогер. что отказали боги мне Михамед с Арбани. оспоривать налоги или Нас мешать блогер царям чили, друг с другом а воевать. черепа. И мало Хам, горя да, мне, потом свободна ли хам, печать, новичка, потом морочит хам, обувь, зимой телевизионный, что журналист хам, замыслов актер стесняет больше. балагура. Хам, Все это черепа, видите, слова, это слова, было. слова. Видите, Хам, слово я печать не тоже знаю, относится к журналистике, Хам. вы же тоже будете печатать это все. Друзья, давайте еще любое слово. Блогер. Да, Ахмад любое слово Ахмед, еще. блогеры. Тема. Волшебство. Сразу вспоминаем волшебный край, окончание Бахчисарайского фонтана. Волшебный край, очей от града. Все живо там, холмы, леса, янтарь и яхонт винограда. Вот это Пушкин. Вот это похож. Похож на Пушкина. Вот. Понимаете, в основе французского латынь лежит. Поэтому... Пишут, что имеет древнегреческое происхождение. И перевод из греческого? Народ. Ну, Николя, это то же самое. Так то же самое, я в самом начале угадал. Помните, говорил Николай? Так Николя это то же самое. Я угадал же с самого начала. Да. Да. И хочется самое главное сказать, что на великом суде Господь Бог вас не спросит, какие вы талантливые, образованные, сколько вы дорог прошли как путешественники, сколько вы книг написали про разные города и страны. Но запомните, Бог спросит только, славили ли вы Его, благодарили ли вы Его утром и вечером каждый день в утренних и вечерних молитвах, а в исламе вообще 5 раз молятся. И проповедовали ли вы о Христе, как апостол Павел учит о 14 новозаветных книгах, идите проповедуйте. И покаялись ли вы в грехах своих. Пушкин все это осознает в 1934 году, с 35 лет, с 1934 он начинает писать духовные произведения. И написал их столько, что искупил грехов. Наверное, Пушкин. Осознав, что Бог есть слово, написано в Евангелии от Иоанна, и поэтому любовь. Давай сейчас переснимем. Хорошо. Все равно стоим. Четыре больших окна. Противоположный уголок и соседних комнат отапливают свечами. Это самое необходимое мебель. Alexander Sergeyevich Pushkin. Джуэкево, кому шудаст, вазилеги картас. Сохранился рисунок поэта Лондонского рабочего места. Вы его видите на пюпитре у стены. И уголок рядом с ним восстановлен по рисунку поэта. Книжная полка, ломберный стол, покрытый сукном, на нем зеркало, бюст античного героя, бювар, папка, в которой обычно перевозили бумагу, книги, рукописи пушкинских стихов. Здесь представляешь, как свои гениальные произведения поэт писал где-то на свободном уголке стола. Или, может быть, на диване, прямо на коленях. Кабинет одновременно служил Пушкину и спальной. Проснувшись, он брался за перо, не вставая с постели. Начинается знаменитая болдинская осень 7 сентября со стихотворения «Бесы». Мчатся тучи, вьются тучи, невидимка и луна. Освещает снег и тучи, мутно небо, ночь мутна. Еду в чистом поле, колокольчик дин-дин-дин. Страшно поневоле среди неведомых равнин. А всего в первый приезд в 1830 году
Проходите, пожалуйста, поближе. Комната небольшая. Итак, мы с вами находимся в камердинерской. Камердинер личный слуга барина. Скорее всего, первый приезд Пушкина в Болдино камердинером у него был его дядька Никита Козлов, уроженец этого села. Мы с вами в буфетной. Какие гигантские. Камердинер. И умиротворение. Здесь его вновь посещает вдохновение ничуть не меньше. При жизни Пушкина вот эта стена тоже была красивая, а это запустить. خب برادرها همون طرف در آمدم پیش به هوا گرفته این آمدم این اصول خونش میارم میذارم همون خب اینه برادرها Все, вы ходите, да? Да. Там сейчас ходить будет? Нет, Оля, может, 5 минут назад. Вышли? Да, 5 минут. خب این اومدیم این اونجا دا مردم بر اومده است اینجا بر اومده است تمام اینجا جای اومدیم که вот это мост И пруй, наверное, раз на своих лапах. خب خلاصه ما چی برو وردم در حقیقت اکنه نمیدونم کدام وقتی بوده که در حقیقت بوی بوده همه چیشون درونه اصول خونهش دادی نه همه چیش اخیر چه میگن کافه خونه که دوست میداشته عبیتی ده چی میخورده شب ده چی میخورده کدام وقت مینویسته کدام وقت خوب میرفته همه چه گفت خیلی زندگی ناز داشته کدامی دورش گفت من نمیدونم همون دوره که این یا همین زمانی که عروس نقل کرد دور خوب دور داشته این همینجا در جای کارش بوده اونجا خونهش بوده اینجا در همین خیلی زندگی میکنه در یک جای ساز در یک جایی که درجه عالی ده اینا آب اینا خدا نگهبان تا برنامه‌های آینده رو انتظار باشید این دخترک که میبینید این دخترک همه خیلی اومده موندگی هشونه و اینجا دا او وای همه خیلی که اومدی ای او که برونده تا رو سال که بود ای او میبوی امازدی دو سال که اینجا دا میخوایم Здравствуйте. Можно чего поговорим? Для русалка. Можно же. Когда купаться пойдем? Когда купаться? Как водичка. Холодно или? Да. Холодно. Хорошо. देखिए हम नबेरे Пушкин का मकाम में дором. По-таджикски говорим? По-таджикски. Да, простите, я самое жду, когда фото сделаете, извините. Манбаш Мохуш Бахтиме Хахам. Приветствую вас с вотчиной земли рода Пушкиных, желаю вам всех благ. Спасибо, брат. دیدی در حقیقت حضور جواب تمام هر یک الفابت قطع شعر میگه هر یک نام قطع شعر میگه
خیلی نویره پشت ما با شما خوشبختی میخوام ما با شما خوشبختی میخوام